Судя по первым результатам чемпионата Северо-Западного округа, который там проходит, ребята были отлично подготовлены к возможному визиту на Олимпиаду. Виктория Палкина в этом убедилась. В конце всегда тяжело. Мышцы забиваются, все закисляется, тяжело. Трассы республиканского комплекса имени Раисы Сметаниной считаются достаточно сложными, а потому у наших лыжников всегда есть козырь. Они их хорошо знают. Впрочем, на сборы в Коми приезжают спортсмены и из других регионов. К примеру, архангелогородцы уверяют, на нашей лыжне всегда показывают неплохой результат. Трасса, в принципе, такая рабочая, сложная. Но в Малиновке, наверное, в Архангельской области потяжелее. И как раз там бежало соревнование вот недавно. Поэтому, в принципе, было не так тяжело, как могло быть. Этот чемпионат собрал больше сотни лыжников из 12 регионов. Команда Коми – неофициальный лидер этих соревнований. Свой статус наши лыжники подтвердили. На пятнашке свободным стилем не было равных Илье Порошкину. В спринте первым стал Станислав Волженцев. А вот среди женщин пока самые лучшие результаты у Ольги Царевой. Серебро на десятке и золото в спринте. Хотя сама Царева признается, могла бы пробежать дистанцию и быстрее. Когда пропускаешь столько много стартов подряд, это все равно отсутствие соревновательной практики. И достаточно тяжело вот, даже на таких зональных соревнованиях заново почувствовать себя в хорошей форме и вообще не особо понимаешь, насколько ты хорошо готов в сравнении с другими спортсменами. Уже в конце марта лыжники встретятся вновь на наших трассах. Правда, компания будет солиднее. Коми принимает чемпионат России. Сейчас Национальная федерация лыжных гонок решает вопрос по телевизионным трансляциям. Просмотры соревнований такого уровня привлекают сотни тысяч зрителей. И, конечно, положительные изменения перед статусными стартами ждут и наш лыжный комплекс. Позволяет развивать вид спорта в регионе, тем более есть международные требования и совершенно другое отношение к проведению соревнований. Даже все соревнования, которые утверждены Министерством спорта, мы к ним стараемся относиться как к самым крупным соревнованиям в любом случае. Это организационные планы, подготовка трасс. И наши спортсмены, особенно мужчины и женщины, они уже приучены к этому порядку, что должны быть вспомогательные объекты, как и подготовка лыж связана, помещение, как зона тестирования, чтобы можно было, спортсмен мог реализовать свои силы за то, что он тренируется столько времени. К 24 марта на лыжном комплексе преобразятся стартовая финишная поляна, появится большой монитор, обновят зрительские трибуны. Организаторы сделают все, чтобы этот чемпионат России стал настоящим праздником для любителей лыжного спорта. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.